26 сентября текущего года глава Чеченской Республики и глава Республики Ингушетии подписали соглашение об установлении границы между республиками. Подготовка данного соглашения шла в атмосфере строжайшей секретности, как говорил предыдущий выступающий, от населения обеих республик. Согласно договоренности глав двух республик подвергаются изменению границы и территории 11 населенных пунктов и 3 муниципальных районов Республики Ингушетии, границы которых установлены были в 2009 году в соответствии с федеральным законом о мерах по организации местного самоуправления в Республике Ингушетии и Чеченской Республики. Без ведома и вообще без учета мнения населения как муниципальных образований, так и всей республики предполагается передача Чеченской Республики около 34 тысяч гектаров земли, что составляет не менее 10% территории Ингушетии, самого маленького субъекта Российской Федерации с плотностью населения 135 человек на квадратный километр, при средней плотности населения в России 9 человек. Начиная с 4 октября 2018 года в столице республики, в городе Магаз, проходил многотысячный митинг в течение 13 дней и ночей. Его участники, которые выражали свой протест против нарушения территориальной целостности республики, обеспечить которую глава Ингушетии обязался, принося присягу на Конституции Республики Ингушетии 9 сентября 2018 года, вступая в свои полномочия в 3-й раз. Недовольство протестующих было вызвано нарушением главой республики территориальной целостности Ингушетии. Кроме того, жители республики на сходах и сельских поселениях, общественные организации, Совет Тейпов, религиозные, общественные и политические, ингушская земля, более чем в 30 40 населенных пунктов нашей республики прошли сходы жителей, которые также единогласно осудили данное соглашение, согласно которому изменению подлежит границы и территории республики. 27 октября прошел съезд Совета Тейпов с участием около 1000 делегатов, которые также осудили данное соглашение и принят закон. 30 октября 2018 года в городе Назрань прошел первый всемирный Конгресс ингушского народа, который признал, что соглашение носит антинародный и антиконституционный характер. Конгресс является народным представительством, и именно мне сегодня выпала честь быть одним из его председателей и донести мнение моего народа до Конституционного суда нашей большой многонациональной страны. Постановлением Конституционного суда Республики Ингушетия за номером 19 от 30 октября, закон Республики Ингушетия от 4 октября 2018 года об утверждении соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой признан несоответствующим Конституции и законодательству Республики Ингушетия и грубым процедурным нарушением ратификационного закона, а также по порядку принятия. Кроме того, соглашение об установлении границы между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой 26 сентября 2018 года, заключенное без утверждения на референдуме Республики Ингушетия, не порождает правовых последствий для органов государственной власти, органов местного самоуправления, организаций и граждан Республики Ингушетии. Административная граница между двумя республиками, образованными на территории бывшей Чеченской Ингушетии, не устанавливалась с 1991 года в силу ряда причин. Вместе с тем, 2008 года была начата работа по установлению границ муниципальных образований и схем территориального планирования двух республик. Так, 14 июня 2008 года парламентом Чеченской Республики принят закон номер 40 РЗ о муниципальном образовании Ашхабартановского района, где границы района установлены по сложившейся с советских времен границ между Ашхабартановским и Сунжским районами. Спорная территория Сунжского района Республики впоследствии по соглашению от 26 сентября указана как чеченская территория. В 2008 году чеченская сторона не заявляла на эту территорию никаких претензий, определяя границы названного Ашхабартановского района, Ашхабартановского муниципального района. Закон Чеченской Республики от 13 февраля 2009 года номер 6 РЗ
установивший границы Сунжского района Чеченской Республики, населенные пункты Серноводская и Асиновская также не включены в названный муниципальный район. Впоследствии законом от 23 февраля номер 5 РЗ Республики Ингушетия определил границы своих муниципальных образований. 21 сентября 2010 года правительством Чеченской Республики утверждена схема территориального планирования Чеченской Республики, предусматривающая размежевание территории двух республик. По фактически сложившейся границе правительство Республики Ингушетия согласовало данную схему. 12 октября 2012 года постановлением правительства Республики Ингушетия номер 341 утверждена согласованная с Минрегионом России схема территориального планирования Республики Ингушетия с учетом фактически сложившейся границы и закрепляет вышеуказанным соглашением земли Сунжского района за исключением двух сел, станица Асиновская и Серноводск. Таким образом, вышеуказанными нормативно-правовыми актами по инициативе Чеченской Республики фактически и юридически разграничены территории приграничных муниципальных районов. 3 октября 2009 года подписано распоряжение председателя правительства Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным, в соответствии с которым 29,3 тысяч гектаров земель лесного фонда, включая отторгаемые по соглашению от 26 сентября 2018 года земли, переданы в постоянное бессрочное пользование государственному природному заповеднику Эрзии, учрежденным постановлением правительства Российской Федерации от 21 декабря 2000 года. В Республике Ингушетия проведен кадастровый учет земельных участков, входящих в состав государственного заповедника Эрзии. Подписанным соглашением также не соблюден порядок согласования с правительством Российской Федерации и федеральными органами исполнительной власти. Изменение границ заповедника. 20 апреля 2013 года под председательством Евкурова прошел съезд народа Ингушетии, на котором принято решение о том, что административная граница между Республикой Ингушетия и Чеченской Республикой должна быть определена по фактически сложившимся границам муниципальных образований. Съезд является официальным представительством всего населения Республики Ингушетия, а его правовой статус закреплен в Конституции Республики Ингушетии и Законе Республики Ингушетия от 2 апреля 1999 года за номером 10. О съезде народа Ингушетии. Уважаемый суд, я бы хотел напомнить Высокому суду, что еще в 2006 году президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин заявил, что пересмотр и передел границ в нашей стране опасен для сохранения мира. Ведь неурегулированными остается еще около 2000 территориальных притязаний между народами и регионами нашей огромной страны. В связи с отторжением пригородного района событием 1992 года ингушское общество, пережившее историческую несправедливость, реагирует остро на подобные решения. При установлении названных границ руководство Республики Ингушетия должно было учесть значимость территориального вопроса для народа, а также их мнение. Тем более подписано с нарушением норм Конституции Республики, федеральных и республиканских законов, без проведения соответствующей экспертизы для выяснения ее возможных юридических, политических и экономических последствий. Хочу напомнить, что ингушский народ узнал о подписании соглашения только в день его подписания, 26 сентября. Подготовка соглашения, как я говорил, шла в режиме секретности от собственного народа. Даже депутаты Народного собрания узнали подобное только 4 октября, в день его подписания. В спешке непродуманное принятие решений по территориальным спорам в таком многонациональном и густонаселенном регионе, как Северный Кавказ, чревато осложнениями общественно-политической ситуации, многонациональными конфликтами, межнациональными конфликтами и могут привести к непредсказуемым и опасным последствиям, что мы и рассматриваем на сегодняшнем заседании. В свете вышеуказанного мы рассчитываем, что Конституционный суд России своим решением не повторит в отношении нашего народа антиконституционную и антинародную практику нарушения территориальной целостности республики. В настоящее время в Ингушетии проходит многотысячный митинг с единственным требованием к органам власти Российской Федерации и Республики Ингушетия обеспечить исполнение решения Конституционного суда Республики Ингушетия, о чем мне поручено об этом заявить Высокому суду. Ингушский народ никогда не согласится с отторжением части своей территории и оставляет за собой право отстаивать это всеми законными способами. Прошу признать
вышеуказанные законодательные акты, не соответствующими Конституции Российской Федерации. Спасибо вам за предоставленную мне возможность высказаться от имени народа Ингушетии.